Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рискует разрушить свою страну, заигрывая с Евросоюзом, заявил вчера, 26 января, президент Беларуси Александр Лукашенко. Они, сказал Лукашенко, имея в виду власти Армении, начали сейчас заигрывать с Европейским Союзом, и это опаснейшая игра. Успокойте его там, приводит слова белорусского лидера новостное агентство Белта. Лукашенко также добавил, что Пашинян окружил себя врагами, и его действия могут привести к уничтожению Армении, а также к ухудшению отношений с Россией. По его словам, нельзя допустить войны на Кавказе. Прокомментировал белорусский президент и обвинение армянской стороны о том, что Минск якобы поддерживал Баку во время конфликта в Нагорном Карабахе. Пашинян же сам отказался от Нагорного Карабаха, хотя в тот момент Ильхам Алиев готов был согласиться, что это территория, где Армения будет иметь серьезное влияние, сказал на это Лукашенко. Ранее, 24 января, комиссия парламента Армении по вопросам евроинтеграции утвердила законопроект о начале вступления республики в Евросоюз. Ожидается, что теперь он будет рассмотрен на парламентской сессии с 11 по 14 февраля в рамках основной повестки. Между тем, вице-премьер России Алексей Аверчук обратил внимание на то, что Москва воспринимает это как старт процедуры выхода Армении из Евразийского экономического сообщества. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместить членство в двух объединениях гипотетически невозможно. В свою очередь, спикер парламента Республики Армения Ален Симонян и министр экономики Геворг Папаян заявили, что Армения не собирается покидать Евразийское экономическое содружество, так как членство в нем дает стране экономические выгоды. В данном контексте заслуживает внимания ремарка автора телеграм-канала «Товарищ генерал». Президент США Дональд Трамп настаивает, что Канада полностью зависима от Соединенных Штатов и поэтому не может быть суверенным государством. Полностью зависима — это означает, что 40% импорта и 60% экспорта Канады приходятся на США. Если логику стратегического партнера Армении распространить на саму Армению, то тут двух мнений быть не может, куда ей надо двигаться, причем в приказном порядке. И тот же Трамп без сантиментов показывает, как надо стимулировать суверенных аглоедов, пишет автор этого канала, немедленным повышением всех подряд пошлин и тарифов. И это при том, что политически Канада, не пикнув, исполняла все, что ей приказывали. Насколько воя стояла бы, если бы Путин применил эту логику к братской Армении, заключает автор канала. К другим новостям. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила президента США Дональда Трампа заняться Грузией, чтобы оказывать давление на Россию, пишет The Hill. Ее идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию, говорится в публикации. По словам Зурабишвили, во время встречи с Трампом в Париже она сказала ему, что Грузия – это стратегический регион, о котором США не должны забыть. Вашингтон не может допустить, чтобы этот регион перешел к Москве, сказала Зурабишвили. Напомним, что Зурабишвили, которая недавно покинула президентский дворец, считает по-прежнему себя легитимным президентом и представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда продолжит выполнять функции президента. Продолжаем передачу. Политический кризис в, казалось бы, благополучной Южной Корее стартовал еще в декабре прошлого года. В чем его суть и о чем это может сигнализировать? Республика Корея уже несколько недель фактически живет без начальства. За несколько недель парламентарии объявили импичмент президенту Юн Сок Йолю и его сменщику Хан Док Су. Сейчас страной руководит министр экономики. Тысячи демонстрантов собрались в центре Сеула в субботу,
работу, чтобы потребовать немедленного ареста отстраненного президента Южной Кореи Юн Сук Йоля, который обвиняют в мятеже за попытку ввести военное положение в начале декабря. Собравшихся возмутило то, что накануне правоохранителям не удалось провести задержание, поскольку вмешалась личная охрана Юна. Антикоррупционное агентство страны заявило, что отозвало своих следователей, опасаясь за их безопасность, после того, как служба безопасности президента несколько часов не пускала их в резиденцию. На улицы вышли и сторонники Юна. Они требовали отмены импичмента, вынесенного Национальным собранием. Комментируя политический кризис в Южной Корее, старший научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований Олег Давыдов пишет: «Серьезный урок, по-видимому, состоит в том, что молодые азиатские демократии, которые традиционно рекламируются как перспективная модель для развивающихся стран, остаются не столь уж устойчивыми к неожиданным политическим пертурбациям, как того хотелось бы ожидать. С учетом этого администрация Трампа, скорее всего, придется заняться глубоким переосмыслением всей американской политики на Корейском полуострове, включая не только КНДР, но также и южнокорейский вектор». В нашей сегодняшней передаче некоторые из этих тем мы обсудили с политологом Николаем Трапш. Здравствуйте, Николай, приветствуем вас в очередной раз в нашей студии. Здравствуйте, Аифа. Очень рад быть в вашей студии. Большое спасибо, что всегда отзываетесь на наши просьбы и даете нам ваши экспертные комментарии. Сегодня у нас первая тема, с которой я хотела бы начать нашу беседу, это то, что происходит в Армении. Скажем так, ее такие уже явные европейские стремления. Там вот законопроект этот будут рассматривать в феврале уже, 11-14 февраля. Как вы считаете вообще, что это означает и каковы могут быть его последствия? Я полагаю, что в данном случае та правящая элита, которая сейчас имеется в Армении, она выполняет исходные задачи, которые или она перед собой поставила, возможно, если рассуждать конспирологически, то перед ней поставили, о том, чтобы Армения максимально сократила свои контакты с Российской Федерацией и превратилась в очередной форпост Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки в Закавказье. Ну, ситуация-то к этому располагает, потому что с Азербайджаном такие операции провернуть достаточно сложно в силу разных причин. А с Грузией не очень получается в последнее время. А очаг, даже если не напряженности, то такой, что ли, активной русофобии на Южном Кавказе, друзьям в кавычках Российской Федерации атлантическим, он очень нужен. И традиционно используется тот же самый пряник, то есть интеграция потенциальная в Европейский Союз. И то, что происходит сейчас в Армении, просто показывает одно, что история учит тому, что она ничему не учит. То есть пример Украины, которые этим пряником прельщают уже в течение 20 лет и довели ситуацию до колоссальных человеческих потерь, разрушений, возможности утраты государственности, то, к чему пытались привести Грузию при Саакашвили, ну теперь пытаются к этому же привести Армению при Пашиняне. То есть здесь явно как бы тренд обозначен, при этом пока еще армянское руководство пытается усидеть на двух стульях, то есть в АДКБ им некомфортно, но зато в Евразес все хорошо, но речь идет о все более и более как бы серьезной дезинтеграции. То есть вот совсем недавно речь шла уже о том, что очень плохо, что Россия слишком сильно присутствует в армянской энергетике, давайте то, что касается армянской АЭС, переведем на другое управление, другое топливо и так далее. То есть здесь это политическая задача, которую правительство Пашиняна в данный момент решает. Как вам кажется, многие говорят о том, что по большому счету сменились роли на Южном Кавказе в этом отношении, и то, чем когда-то была, там более чем 10 лет назад, Грузия, сейчас эту роль как будто бы взяла на себя Армения. Произошла они поменялись вот этими, Грузия как будто бы отходит от Европы, а Армения наоборот. То есть стала ли она на ее место, вот как вам кажется? У
каждого там свое место. Я, во-первых, не склонен вслед за многими очень специфическими аналитиками считать, что Грузия ушла от Европы или от Соединенных Штатов, или от атлантизма, или от стремления в ЕС. Никто никуда не ушел. Просто Грузия, как свойственно нормальному государству, а в данном случае речь идет именно об этом, хочет, чтобы этот процесс имел как бы встречное движение. То есть не просто как бы принимать какие-то непонятные чуждые ценности, следовать беспрекословно указаниям, которые откуда-то поступают, но при этом учитывалась там самобытность грузинского общества, учитывались его социально-экономические, политические, культурные интересы. То есть Грузия никуда не отъездит, от Соединенных Штатов не ушла, к России она не повернулась, здесь просто речь идет о прагматическом отстаивании своих интересов. Просто ЕС уже настолько, скажем так, заигралась в роль безусловного лидера, что даже малейшее отступление от канона рассматривается как нечто криминальное, как бы требующее наказания. Поэтому Грузия здесь на своем месте. Но одна Грузия хорошо, но если есть еще и Армения, то это еще лучше. То есть и к этому курсу просто ведут и Армению. И если к этому складываются благоприятные обстоятельства, в Армении не сложились и развиваются, то, соответственно, надо это тоже использовать. Просто есть конъюнктура, которую стремятся реализовать в своих устремлениях представители Европейского Союза. Но я думаю, что и Соединенные Штаты Америки здесь действуют абсолютно сонаправленно, никто здесь друг от друга не отходит. Поэтому Грузия, Армения, если еще удалось сюда Азербайджан присоединить и Абхазию, то было вообще все Закавказье как форпост такой против Российской Федерации. Но они самодостаточны, выполняют каждый свою роль. А вот еще раз возвращаясь тогда к Армении, вы уже упомянули, что они входят в состав Евразийского экономического союза, который, в принципе, приносит им много экономической выгоды. И в Москве уже заявили о том, что Армения не может усидеть на двух стульях, быть и там, и в Евросоюзе. Как вам кажется, вот эти экономика не возьмет ли тут вверх? Настолько ли это ведь все-таки первый шаг? И мы знаем, как долго это все еще тянется в Грузии, эти все стремления в Евросоюз. То есть какие тут перспективы вот реальные, а не то, что сейчас просто обсуждается всеми? Для того, чтобы экономика взяла верх, нужно, чтобы ответственность у политических элит взяла верх над текущей конъюнктурой и, по их мнению, видимой политической целесообразностью. То есть вспомним, вот вы сейчас говорили, мы с вами говорили про Грузию, какой путь прошла Грузия, прежде чем начала отстаивать свои интересы. То есть прошло достаточно большое время, и прошла и эйфория, там, и приоритет политики над экономикой, над всем остальным. То есть Армения в данном случае находится вот в такой своеобразной низшей точке. То есть после утраты Арцаха, после фактически как бы начавшегося процесса ее поглощения со стороны Азербайджана, Алиев же не зря говорит о существовании Западной Армении. То есть там процесс далеко не завершен. И вот на фоне всего этого как бы нужно как-то из этой низшей точки выходить. Но предпочитают из нее выходить какими-то популистскими средствами. То у Индии оружие покупают, то рассчитывают на французскую военную поддержку, то рассчитывают попасть в ЕС наконец. То есть это все как бы лекарства, которые мало подходят для этой ситуации, но это как с больным. То есть когда человек болеет, и он не всегда понимает, какие лекарства действуют своевременно. Ему кажется, что есть разрекламированный препарат, который он примет, и ему тут же станет легче. Но в данном случае, как бы, для того, чтобы осознать, что легче не становится, нужно болеть дальше, к сожалению. Поэтому то, что происходит сейчас, для самой Армении очень плохо. То есть в конечном счете как бы она будет расплачиваться интересами отдельных граждан, интересами как бы основной части армянского общества, экономическими интересами, за попытку, так сказать, вот таким поверхностным политическим решением вылечить те проблемы, которые наметились.
Спасибо большое. Теперь к теме довольно далекой от нас, но очень любопытно. Южную Корею часто представляют как одну из самых успешных, молодых, скажем так, развивающихся стран. А сейчас там мы наблюдаем сильнейший политический кризис. Как вам кажется, с чем это связано, о чем это говорит и во что это может вылиться? Здесь все очень просто. На самом деле, та модель власти, которая была заложена после Корейской войны 50-х годов, когда появилась на политической карте две Кореи, когда существовали долгое время, я вот помню из своего детства, там делаешь в школе политинформацию, открываешь газету «Правда», и там в международных новостях в первую очередь про очередные разгоны демонстрации режимом там Чон Дuk Хвана какого-нибудь. А потом там новые, как бы и генералы, и не генералы обретали эти полномочия. То есть традиция попытаться сконцентрировать в своих руках всю власть, она у многих как бы жителей Южной Кореи лежит на подкорке. Более того, читал я тут недавно одну любопытную аналитику, многие пишут, что для корейцев многих очень привлекателен пример того, что происходит на севере, как это ни странно. Не с точки зрения там, уровня жизни или качества жизни, а с точки зрения того, что вот она власть, концентрированная в одних руках. И на юге, понятно, был гораздо менее жесткий как бы режим, но тем не менее он был. То есть соответствующие традиции. Это одно обстоятельство. Второе обстоятельство, корейское общество, оно не настолько монолитно, не настолько объединено одной целью, как это иногда представляется. То есть там есть разные совершенно социальные кластеры, кто-то как бы считает, что перспектива развития это вот нынешняя модель там либеральной демократии, когда 50 партий, так сказать, которые мучительно пытаются договориться о том, чтобы создать коалицию. Другие, наоборот, видят панацею в том, что будет один человек, который будет принимать все решения. То есть там единого взгляда на эти вещи нет. Поэтому могут существовать и сторонники как бы президента такого, как нынче находится под арестом и находится на грани импичмента, и могут существовать сторонники абсолютно парламентских, почти что либеральных процедур. Другое дело, что в Корее вот была сделана очень сильная прививка обществом против такого рода диктаторских поползновений. То есть очень многие, да не очень многие, а почти все южнокорейские диктаторы рано или поздно оказались на скамье подсудимых. И в чем как бы преимущество корейского варианта? Их не взяли и не расстреляли, там, скажем, как Читу Чаушеску, и тем самым, говоря по русской пословице, убрали концы в воду. А их судили вполне публично, их приговорили на основании закона к длительным срокам тюремного заключения. То есть у корейцев есть иногда тенденция к тому, чтобы создавать даже в условиях как бы развитой демократии прообраз диктатуры, но у них также есть большой опыт, как с этой диктатурой бороться. Тем более, что здесь это обычно нигде не пиарится, но мы-то понимаем, что Южная Корея чрезвычайно важна стратегически. И не только там разные страны действуют и активируют те или иные политические силы. Ну, мы сейчас можем говорить даже о том, что в рамках наиболее близкого и военного и политического союзника Южной Кореи, Соединенных Штатов Америки, есть разные лоббистские группы, которые ориентируются не только на разных политиков или на политические силы, но и даже на разные модели развития. И их поддерживают, в том числе и организационно, и финансово. Поэтому здесь вопрос в одном, что если эта модель будет сохраняться, то южнокорейское общество будет системно нестабильным в этом плане. А если корейцы наконец поймут, что не стоит сначала, так сказать, возвышать потенциальных диктаторов, а затем героически с ними бороться, то возможно, что и развитие страны пойдет в более спокойном русле. Понятно. Николай, большое спасибо за ваши интересные комментарии. Благодарим вас.
На сегодня на этом все. Будем продолжать следить за самыми важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.